Всем привет! Сегодня будет такое видео по InDriver. Это такое приложение, кто не знает, по перевозке людей и услугам курьера, то есть по доставке. Сейчас мы посмотрим. Хочу сегодня показать, возможно ли заработать в InDriver, ездя на автомобиле с расходом по городу около 30 литров. Вот сейчас я заправился на 1000 рублей. Бензина стало вот столько. Как видите, да? Было у меня совсем мало на черточке. Лампочка горела. Лампочка загорелась, когда я выезжал от дома. Доехал от заправки. Тут примерно пару километров, наверное. Но я уже взял заказ по пути. По пути я взял заказ, за сегодня выполнил. Это 200 рублей я заработал. Я взял заказ практически от дома до автострады. Ну, это вот здесь рядом с заправкой боксы. Сейчас будем брать заказ. Так, что у нас тут есть? Уросамол, автокомплекс на автодорожку. Ну, далековато ехать. Доставка. От двери до двери. 50 лет октября. В общем, сейчас ищем заявку. Кузьмина Улурумол. Это с нашего дома. Ну, в принципе, можно взять заявку, доехать тут 4 километра за 200 рублей. Будем брать заявки. 5 минут. Будем брать заявки. Более-менее нормальные, чтобы не ездить в холостую. Сейчас посмотрим. Вот, заявка принята, едем на заказ, забираем пассажира. У нас вот такой вот туман, ездить в туман опасно. То есть видимость не очень, приходится держать дистанцию побольше, либо ехать потихонечку, можно в правом ряду за кем-нибудь пристроиться и следить за его фонарями. Ну вот я приехал, клиент выходит, приехал я за 3 минуты, это, ну тут буквально вообще рядышком, километр, меньше километра, по-моему, было. Сейчас поедем на Улурумол. 4 километра расстояние. 4 километра я потрачу примерно рублей 70, наверное, 60. С таким расходом, как у нас, где-то рублей 60-70 по местным ценам топлива. Ну вот один заказ выполнили сейчас за 200. Сейчас посмотрим. 300 метров от нас. Ой, так это опять получается на Курнатовского назад в порт. Сейчас поедем в порт. Поставим 250. Вот 400 рублей заработали уже. Потратили, не знаю. Предложение отклонено. Ага, не хочет за 250 ехать. Либо она не видела его. Проехали 7 километров, кстати. Заработали 400. А на 7 километров я потратил, рублей 100 с копейками. Улурумол, Поярково, 21. Два километра. 150 рублей возьмем. Улурумол. Такая у нас сегодня погодка. Вроде как 44 показывает. О,
Скажем, что я на месте. Сейчас клиент выйдет, надо, наверное, подъехать немножко назад. Ну вот, выполнили заказ, дальше смотрим курьера. От двери до двери пакет принять за 150 рублей. 3 километра, в принципе, ехать можно будет съездить. Так, это сколько тут? Рядышком у нас, да, 3 минутки. Пояркова 18. А так это напротив получается. Ну все, едем туда, на Пояркова 18. Забираем пакет. Ну вот, взяли заказ. Получается, доставка пакета. Забрал пакетик уже. Сейчас едем на Жарницкого 7/5. Ну вот, едем, ехать у нас 3 километра. Навигатор показывает повернуть направо, не будем поворачивать, поедем прямо до Лермонтова. В принципе, я дорогу знаю, только номер дома там уже по навигатору искать будем, а здесь, в принципе, дорогу знаю, как туда доехать, до Жарницкого. Навигатор показывает, что тут пробочка небольшая. Сейчас посмотрим, если что, прямо еще проедем. В принципе, пробки нету, нам тут один квартал, поедем направо. Не такая уж и пробка. Сейчас вообще в городе сейчас нету пробок. Зима. Провода трясутся. Так, тут немножко перестраиваемся в левую полосу. Поедем прямо. Еще, наверное, полтора квартала лучше прямо проедем, а там уже напрямки по Свердлову, чтоб не петлять по этим светофорам. Свердлова улица практически без светофора. Ладно, камеру уберем. Неудобно пока ехать. Ну тут, оказывается, дорогу убирают, поэтому небольшая пробочка собралась. Обочины чистят, бордюрчики расчищаются. Так, ну все, завершаем заказ. Да, завершить, выполнили. Все, оцениваем 5 баллов. Да что такое? Ага, 5 баллов. Обычно ставлю 5. Смотрим дальше. Жарницкая 7/29. 150 рублей все. Есть 8 километров. 350 рублей.
На автодорожку неохота ехать это и объезжать далеко. Далеко. Наверное. Три километра 150 рублей. В принципе, сейчас, наверное, выберем еще какой-нибудь заказик. Взял заказ. Шайбу доставить надо. За 200 рублей. 3 километра. 4, по-моему, километра. Расстояние. Доставка шайбы. Так что сейчас посмотрим. Сейчас точно посмотрим. Тут 1 километр ехать до заказчика. До отправителя, вернее. Ух, и дорога здесь. Какие тут колея какая. Так, вот 1 километр нам ехать до отправителя. Сейчас забираем шайбу и посмотрим, сколько там расстояние будет. Ну вот, получается, ехать всего 2,5 километра, 7 минут. Забрал шайбу, вот такую вот. Что это за шайба, не знаю. Везем получателю. В общем, сейчас едем уже на доставочку цветов. Время уже 4:30. Я работаю со скольки? С 2, по-моему, если память не изменяет. По бензину еще довольно-таки много. Бензина, еще рублей. Да много еще. Рублей 400, может, спалил. Если не меньше. 23 километра всего пробега. 24 уже сейчас будет. На коротенькие расстояния ездим по 3-5 километров. И заявки такие нормальные, рублей по 200 стреляют. Практически постоянно. 150-200. Сейчас доставка цветов. 4 километра нам ехать. 200 рублей за доставку цветов. В общем, как-то так. Свет еще у нас не включили, на улице уже стемнело. Можно даже уже фары, наверное, включить. Угу. То с туманками еду. Это мы проезжаем Палладиум, торговый центр Полермонтова. Не знаю, что-то как-то медленно мы тут ползем на Лермонтова. Переехать на другую улицу. Или тут поедем. Блин, там какая-то пробка вообще впереди. Давайте, наверное, направо уйдем, что ли. Или прямо, ладно, прямо поедем. Там пробка из-за того, что там снег чистят. Свет не включает, я ничего не пойму. Уже на улице темно, время 4:30. Ну, в принципе, трафик не такой сильный, нормально ехать. Я думал, тут будет пробочка.
выполнил уже несколько заказов по доставке, как я уже говорил. Цветы доставил. Довез сейчас сюда пассажиров до Каландрашвили. Так что сейчас ждем еще одного, наверное, один заказ по бензину. Что у нас по бензину? Бензин у нас, ну, есть еще немного, но уже, наверное, рублей, так, я думаю, 300 осталось от того, что мы заправили. Думаю, рублей 700, 600-700 скатали. Так вот, заказ висит. Вот, думаю, сейчас этот заказ заберу как раз в сторону моего дома. Ну и поедем домой, машину ставить и считать, сколько мы заработали. Ну вот и все, вроде отработал. Отработал я 4 часа. Надо посмотреть, во сколько точно я начал работу. Сейчас приедем к гаражу и будет видно, посмотрим, покажу, сколько я заработал. Но бензин я весь не выкатал. У меня было бензина меньше. Сейчас у меня еще бензина чуть-чуть с запасом. То есть 1000 рублей я не скатал. Пробег составил 45 километров. Ну, сейчас доедем до дома, наверное, будет где-то около полтинника. Наверное, километра 4, наверное, до дома. Да, наверное, будет 50, я думаю, 50 километров. Так, ну все, вот и заехал в гараж. Сейчас будем смотреть по топливу. Топливо, значит, у меня было топливо на нуле. Я заправился. На нуле было на черточке, оно лежало практически. Ну вот лампочка у меня только загорелась, когда я подъехал к гаражу. Топливо я спалил рублей на 800-900, где-то так, я думаю. 800-900 рублей потратил на топливо. Средний расход у нас 2,7. 2,7 это значит... Сейчас посчитаем. Открываем калькулятор. Будем считать. Значит, 100 делим на 2,7 будет равно... Средний расход у нас 37 литров. 37 литров на сотку. Я заправился 17 литров. Проехал 50. Да, в принципе, все верно. Проехал я, получается, 50 километров в такси. Такси, курьерская доставка. Вот по индрайверу проехал 50 километров, в общем. Как раз, ну, в принципе, да, 1000, наверное, ушла. Ну, почему-то датчик, получается, вот видите, лампочка погасла, что-то чуть-чуть пока некорректно показывает, значит. Ну, в общем, потратила 1000 рублей на топливо. Топливо 1000, где мой индрайвер? По индрайверу получается прибыль. Прибыль у нас 200 за сегодняшний день. Как-то так. Получается, что ну, 1000 рублей можно зарабатывать с таким даже бешеным расходом, как у меня, на такой большой машине. Кстати, надо заглушить. Вот. Машина большая. Паджерик, объем 3,5, расход больше 30 литров, но все равно получается за 4 часа, вот сейчас у нас 16:52,
А я выехал в 2 часа. Плюс сейчас, освободился я в 6 уже. Я сейчас заезжал еще на рынок за продуктами. Так что за 4 часа 1000 прибыли. Если была бы малолитражка, соответственно, я потратил бы не 1000 рублей, а в 3 раза меньше. То есть с расходом даже в 10-12 литров. Это какая-нибудь полторашка объем, даже двушка может быть. Соответственно, и расход был бы в 3 раза меньше на бензин. Это, то есть 300 рублей я бы потратил, а заработал 200. То есть в плюсе бы остался практически на 2000, на 1800. Сейчас я в плюсе на 1000 всего. Так что вот с индрайвером можно зарабатывать и работать, не напрягаясь, за 4 часа 2000 в день. Смело. Так что так, всем пока. Ставьте палец вверх, кому понравилось такое видео. Все, всем пока. Кстати, я не сказал, индрайвер забирает процент. То есть вот видите, да, допустим, заказ 200, индрайвер забирает 12 и плюс НДС 2,5 рубля. То есть, что получается, 14,5 рублей из 200. 7,20, по-моему, с каждой сотки. То есть я заработал 2200 минус 1000 на бензин, это 1100, и за 2000 я потратил индрайверу, отдал. И за 2000 я отдал индрайверу 150 рублей, где-то так примерно. То есть 1000 заработал. Так как на бензин-то я потратил не ровно 1000, а чуть меньше. Где-то рублей 900, 800, 900. Так что, плюс 1000 чистыми у меня получилось. Это за 4 часа работы. Вот как-то так. Так что можно работать в индрайвере. Как основная работа, она, конечно, не пойдет, если ездить на такой машине. А как подработка, почему нет? Даже если по пути едешь, посмотрел индрайвер, если есть клиенты по пути, можно взять тот же бензин и купиться. Все, всем пока.